холле театра люди в национальных костюмах, звучат стихи и песни на родном языке. На выставке продажи чувашские костюмы и украшения. Желание и умение носить национальную одежду – только часть популяризации родной культуры. В регионах России о своих корнях не забывают. Факультативные занятия, концерты, выставки. Еще у нас есть проект, называется «Наследие древнебулгаро-чувашского народа на земле Зиминска», где мы открыли этнографический центр булгаро-чувашской культуры, открыли музей, где непосредственно любой желающий мог окунуться в историю чувашского народа, узнать, увидеть, поговорить на языке, потанцевать и познакомиться более подробно с историческими событиями переселения чувашей на территорию Иркутской области. В регионах страны, чтобы рассказать о своеобразии чувашского народа и богатых традициях, стали проводить и масштабные форумы. Для популяризации чувашской культуры на Урале мы ежегодно проводим крупный интерактивный форум «Эткер. Наследие». В этом году мы его проводили 2 дня подряд. Это было тотальное погружение в чувашскую культуру. Мы пригласили лучших шеф-поваров из Чувашии, из проекта «Гостеприимная Чуваша», и они сражались с лучшими шеф-поварами с Урала. На съезде Чувашского национального конгресса делегаты выбрали и нового президента организации. Им стал Валерий Клементьев, директор театра, оперы и балета.